Быть самостоятельными, соблюдать дисциплину и порядок так, чтобы даже строчки на кровати не было — нерушимый закон для воспитанников Горского кадетского корпуса с первого дня учебы. Несмотря на праздничный день, вот уже 7 лет его соблюдает Хамзат Хидриев. Стать одним из этих ребят в военной форме юноша мечтал с самого детства. Так что после окончания в школе начального 4 класса поделился с родителями своим намерением. Сегодня вместе с еще 300 воспитанниками он принимает поздравления с 25-летним юбилеем уже родного кадетского корпуса. Хочется сказать, поздравить своих сокурсников, всех учителей, педагогов, воспитателей Горского кадетского корпуса с 25-летием, со дня образования Горского кадетского корпуса. Поскольку у меня было огромное желание после окончания школы стать врачом, сюда я поступил, и сейчас я хочу после окончания 11 класса поступить в военную академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. Торжественную церемонию по случаю знаменательного дня начинают с общего построения воспитанников. Кадеты показывают себя во всей красе, стати и выправке. День рождения родной школы здесь отмечают зрелищными показательными выступлениями, читают стихи и гимном воспевают Ингушетию. За эти 25 лет Горский кадетский корпус зарекомендовал себя как одно из элитнейших образовательных учреждений военного направления. Из стен этого заведения вышли многие ребята, у которых в дальнейшем сложилась блестящая военная карьера. Не сбавлять оборотов и двигаться только вперед. Такими словами напутствуют будущих защитников Родины почетные гости. Уже сегодня вы являетесь носителями достойных, славных традиций не только которые выработаны в течение становления вашего учебного заведения, но и достойными продолжателями славных традиций наших предков. От всей души желаю вам блестящей карьеры, успешной учебы и быть достойными славных традиций в защите священных рубежей нашей республики и нашей страны. Воспитанники Горского кадетского корпуса в те годы сейчас являются образцом строевой и служебной выучки, примеры которых мы и на сегодняшний день можем наблюдать как в рядах Росгвардии, так и в прочих правоохранительных органах. Зачастую именно годы обучения в данном учебном заведении являются основополагающим фактором для выбора будущей профессии, что позволяет уверенно заявлять, Горский кадетский корпус с задачей справился. От коллектива управления Росгвардии по республике Ингушетия и от себя лично примите слова искренней благодарности за вклад в организацию взаимодействия с Росгвардией, за участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и за качественную подготовку будущих кадров. Пусть юбилей Горского кадетского корпуса, одного из символов Республики Ингушетия, станет очередным знаком яркого развития направлений в регионе. Неоднократные победители и призеры соревнований по карате и вольной борьбе, призеры военно-спортивных игр как на региональных, так и на всероссийских состязаниях. С 2008 года команда корпуса ежегодно занимает первые места в слете кадетских корпусов России и военно-спортивных играх «Кадеты Отечества» и «Зорница». Все эти достижения стали возможны благодаря профессионализму преподавательского состава и целеустремленности самих ребят. Эти умения они показывают и сегодня. Кадетский корпус – уникальное инновационное учебное заведение. Здесь, наряду с образовательными предметами, изучают основы военного искусства, занимаются в предметных кружках и секциях, прививая будущим защитникам Отечества патриотизм и любовь к родине. Продолжая лучшие традиции славных предков и российского воинства, это знамя несет и Руслан Боков, кадет 2-го курса. Определить свое военное будущее ему помог дядя. Я поступил в Горский кадетский корпус, чтобы продолжить дорогу своего дяди, Чиниева Юсупа Хизировича, который героически погиб в 2004 году при выполнении боевой задачи. А вот Ахмед Шахмурзиев приезжает в Горский кадетский корпус как домой. Выпускник 2013 года уже несколько лет служит в рядах МЧС России. Но именно с этим местом, признается юноша, связаны воспоминания, пусть и не о самых простых, но точно лучших годах жизни. Нам особенно повесит воспитатель сами. То есть هيغم حارس مش تخلديزي ناخيق مش تخلديزي أردخش مش تخلديزي إزميل ده هم أوز حام ديان وبس ديات شو ده سو MTS دي شوهر MTS هنز دي شوها تكسون
جت جو ناقد أورس هم ناقد ثاني واقع شر ثاني تيجي لو صار أتنشين أفيسرسكي أتنشين على اللي شنشو ده مش داخل أحد دوش خورسونس صوت ثاني حبيها كوكيش نهايقي процент 80 شيء بريجش وين بقى МЧС МВД وده واحد как раз десант دي شامل تبين كأنك وتقول ثاني بريجش ده нормально ده حد هنتو. Быть кадетом – честь, говорят воспитанники, юноши. Сюда принимают только после 4 класса. Большинство из них приводят в корпус родители, военная карьера у которых передается из поколения в поколение. Но немало здесь и тех, кто пришел сам, предпочтя домашнему уюту и играм во дворе с друзьями армейскую дисциплину. В Горском кадетском корпусе есть все условия, чтобы подготовиться к своему будущему. Хочу пожелать подрастающему поколению, кадетам первого курса, будущим кадетам. Хочу пожелать удачи в будущем, чтобы каждый кадет, каждый, кто хочет тут учиться, чтобы Аллах дал это бахкалцин поступлению в Горский кадетский корпус. И в дальнейшем, чтобы каждый кадет добился своего. Слушать старших, не обижать младших. Меня научили многому. Учителя меня научили знанию, воспитатели научили, как правильно вести себя в дисциплине. Я хочу поздравить директора Горского кадетского корпуса за то, что так усердно работает в кадетском корпусе. Я хочу пожелать удачи своим однокурсникам, старшим курсам, чтобы они дошли до 7 курса и хорошо учились, были дисциплинированы, с хорошим поведением. Успехом ребят больше всего рады родители кадетов. Сегодня они даже не думают скрывать гордость за своих детей, которые с достоинством несут возложенные на них обязательства. За это они благодарят весь коллектив корпуса и желают им процветания на многие годы. Дальше это бокал бахар. Где процветать, где шея да شيء والله وجهها شيء ما شاد عمل وهازمت شيء موخ شيء نخبر ببيزل خادي دخان Я очень довольна обучением, довольна воспитанием, довольна теми изменениями, которые в данный момент происходят и произошли в кадетском корпусе. Хотела бы сказать признательные благодарные слова всем педагогам, составам, родителям, которые помогали, также и руководству Республики Ингушетия, что сделали вот такое вот место обучающее для детей, что они могли бы вот целых 5-6 дней они находятся именно в вот этих стенах, да, и приносят домой только благоприятные впечатления. И воспитание, оно очень отличается от других детей. Я со своей стороны очень благодарна и даже очень приятно, что есть такое место, где можно просто спокойно, свободно отпустить ребенка и сказать, что вот мой ребенок в данный момент учится, а не где-то там, допустим, в школу пошел, там где-то пошлялся, там походил немножко и вернулся. Жизнь Родине, честь никому. Этот девиз первых кадетов России стал нравственно-этническим кодом и для горских кадетов. Из года в год его с достоинством несут преподаватели, сотрудники и воспитанники учреждения. Один из первых выпускников сам начальник корпуса. Сегодня мы можем смело судить и говорить о том, что Горский кадетский корпус, как общеобразовательная организация, состояла в системе кадетского движения России. Где бы ни находились наши кадеты, наши выпускники, они всегда показывают хорошие результаты, всегда доказывают своими делами, что остаются верны нашим традициям, девизу «Отечество, верность, честь и отвага». Уверен, в будущем кадеты Горского кадетского корпуса будут оправдывать все надежды, которые возлагает на них ингушский народ. Отметили заслуги воспитанников и преподавателя кадетского корпуса почетными грамотами главы республики, председателя правительства, Народного собрания и министра образования и науки Ингушетии. Молодцы, большое поздравляем награжденных и желаем удачи кадетскому корпусу в будущем. Жирадат Хулухоева, Султан Булгучев, Новости 24.